Недавно на ресурсах про казанских фальсификаторов вышло видео, которое, по всей видимости, является последней отчаянной попыткой доказать, что юртовские и Карагаш-Нугаи вовсе не нугаи, а на самом деле татары. Для этого они обратились к первой и единственной переписи населения Российской империи 1897 года, где записывали национальность, исходя из того, какой язык является родным для человека. А также на перепись населения СССР 1926 года. В обоих случаях в Астраханской губернии зафиксированы татары. Но почему же так произошло? Почему наших предков юртовцев и харагашей записали как татар, хотя они сами себя считали нугаями? Давайте попробуем разобраться. На самом деле здесь нет никакой загадки. Ведь для русской администрации мы, астраханские нугаи, с самого начала были татарами. Такое вот название было нам дано. А то, как мы сами себя называем, чиновникам особого дела не было. Об этом очень доступно высказался Саваромат. И давайте послушаем, что он сказал. В дореволюционных российских книжках до революции 17 года татарами называли вообще всех тюрков Российской империи. Были татары, значит, сибирские, астраханские, естественно, волжские, казанские, азербайджанские, тоже татары, татары среднеазиатские. Вот все казахи, они тоже татарами назывались во многих книжках. То есть русские просто так вот всех называли татарами. Еще когда я был студентом, нас учили, что были татары сибирские, казанские, астраханские. И уже только потом, когда я сам начал заниматься этими вопросами, я понял, что астраханские татары на самом деле никакие не татары, а нагаи, абсолютные нагаи. И там татарского вот ничего, в общем-то, даже вот в каком бы ключе ни бери, вот, нету, нагаи. Это тонкости. В тонкостях разбираются либо люди, которые принадлежат к этим народам, либо специалисты. А массовое сознание, оно стремится все упрощать. И даже когда наши предки юртовцы и карагаши говорили «мин нугай», русский чиновник слышал «я татарин». Такое явление было задокументировано у наших братьев сибирских татар в составленном и изданном Тобольским комитетом православного миссионерского общества в 1905 году учебном пособии «Русско-татарский разговор. Практические уроки русского и татарского языка на русском языке и на наречии татар Тобольской губернии». В данном разговорнике мы видим такие примеры на русском: «Кто ты? Я татарин», на сибирско-татарском «Синкэм, минуай». И то же самое по языку: на русском по-татарски, на сибирско-татарском «нуай тэлэнтэ». То есть для человека русского, не являющегося этнографом или исследователем, не казалось чем-то неправильным переводить «нугай» как «татарин», а «нугайтэль» как «татарский язык. Это была досадная ошибка, которой, впрочем, не брезгуют пользоваться проказанские шовинисты. Наш скептически настроенный зритель может возразить, что, мол, пример-то приведен от сибирских татар, а в Астрахани такого быть не могло. Но у нас есть свидетельство, что в Астрахани все было точно так же. Так, еще в середине 18 века немецкий путешественник и натуралист, а по совместительству еще и академик Императорской академии наук Самуил Георг Гмелин в своем труде «Путешествие по России для исследования 3 царств природы» отмечает, что так называемые астраханские татары на своем языке зовутся ногаями. Итак, я буду сначала говорить о астраханских татарах, из коих те, кои в их языке ногаями называются. То есть этот исследователь прямо говорит, что на русском языке их называют татарами, но сами они себя на своем родном языке называют не иначе как ногаями. А дипломат и исследователь Александр Леонардович Ходько, записавший в 1830 году эпос «Эдыгея» у юртовского нугая и издавший его на английском языке, писал следующее. Эти талгау были сообщены мне одним из моих татарских друзей Али Бегом Шараповым зимой 1830 года во время моего пребывания в Астрахани. Будучи человеком ученым и прекрасно владея родным языком, он объяснил мне их смысл, слово в слово переводя на персидский язык, и я записал их под его диктовку. А далее подчеркивает. Это талгау, то есть эпос Эдыге, самое длинное из представленных в сборнике и самое популярное среди астраханских татар, повествует об эпохе освобождения народа от монгольской зависимости. Она написана на диалекте ногайских татар. Здесь мы видим, как Александр Ходько, следуя русской традиции, называет астраханских нугаев татарами, но уточняет все же, что родным языком для них является ногайский. То есть опять та же ситуация.
Юртовцы сами себя называют нугаями, а язык ногайским, но русский исследователь записывает их в татары. Да, и мы уже не раз приводили свидетельства этому явлению. Так, в метрических книгах юртовцев и карагашей, составленных имамами из их среды на языке тюркии, они записаны именно как юртовский нугай и карагаш нугай. Метрические записи о родившихся мечети номер 3 села Келинчи Астраханского уезда Астраханской губернии за 1896 год. Девочка Хальбиби, отец юртовский нагай, мать Карагаш Нагайка. Мальчик Абдулвахид, отец Карагаш Нагай, мать Карагаш Нагайка. Мальчик Рамазан, отец юртовский нагай, мать Карагаш Нагайка. И так далее. А в ревизских сказках, составленных русскими чиновниками-переписчиками на русском же языке, эти же самые юртовские и карагаш нугаи записаны уже татарами. Ревизская сказка 1835 года, апреля 19 дня, Астраханской губернии уезда, Юртовской волости, селения Келинчинского, юртовских татарах. Мужской пол – татары, женский пол – татары. Такова была устоявшаяся, но от этого не менее ошибочная практика тех лет. Можно предположить, что, следуя этой ошибочной практике, простой астраханский нугай при запросе на русском языке мог также назваться этой, в данном случае, кличкой татарин. Не будет же немец русскому объяснять, что он дойче, а не немец. Или если говорить о том времени казах, которого писали киргиз кайсаком, ведь не был в реальности кыргызом. В реальности на русском языке они будут называться так, как их называет администрация. Но им, в отличие от нас, повезло, что у них нет таких братьев, как есть у нас из числа шовинистов в Казани, которые пользуются этим историческим казусом и объявляют нас на основании этого придатком своего народа. Эти же проказанские шовинисты в том же видео про перепись объявили, что, мол, в Астрахани нугаев не было, и что, мол, астраханские нагайцы – это искусственный антитатарский этнический конструкт, который был создан лишь во времена СССР. Астраханские нагайцы – это на самом деле искусственный этнический антитатарский конструкт. Это абсурдное заявление не вызвало у нас ничего, кроме снисходительного смеха. Однако мы решили раз и навсегда поставить точку в вопросе самоидентичности юртовских и карагаш нугаев, а также утар и хунрау нугаев. Мы анонсируем серию документальных фильмов, в котором приведем массу источников по заданной теме. А пока подписывайтесь и зовите подписаться своих друзей и близких, скоро будет жарко.